республиканского Минздрава переполнен. В томительном ожидании абитуриенты и их родители. Более 400 выпускников, и каждый из них мечтает связать свою жизнь с лечебным делом. Врач – это призвание, потому для многих из этих ребят белый халат уже давно стал символом будущего. Впервые о профессии хирурга Юнус Султыгов услышал от дяди. Практикующий специалист часто рассказывал племяннику об особенностях своего призвания. Истории о спасенных жизнях вдохновили молодого человека, поэтому над выбором профессии долго размышлять не пришлось. Я каждый день вижу, как он помогает нашим соотечественникам, он получает огромное воздаяние перед Богом и перед другими людьми, и люди ему благодарны. Вот понимаете, когда ты видишь, что человек относится так хорошо, то ты тоже этого хочешь, и это является, так скажем, основной причиной того, что я хочу стать хирургом. Если у меня получится поступить в хороший вуз, я надеюсь стать хорошим специалистом и обязательно вернусь в нашу республику, чтобы помогать нашим соотечественникам. Конкуренция не шуточная. На 400 человек всего 154 места. Большинство из претендентов – лучшие выпускники своих школ. Медалисты, победители всевозможных республиканских и всероссийских олимпиад. Поступая в вуз в Москве, Сеченово, целевых мест на Ингушетии нам дали 5, но желающих в Ингушетии 22 претендента. И одна из них я. Баллы у меня достаточно хорошие, и я думаю, я пройду, но никто не может быть уверенным, но все равно я надеюсь, что все будет хорошо. В составе комиссии, которая проводит отбор, министр здравоохранения Марема Арабханова, помощник-советник главы республики Зураб Маршан, представители Минздрава, общественных организаций и лечебных учреждений. Макушкова Лимара, Муцойкова Марина, Зортова Диана, Вилькиев Джохар, Дударова Мария. Значит, вот эти 5 человек проходят на лечебное дело. Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Самара, Рязань, Кемерово, Ростов, Ставрополь, Казань и еще десяток городов, готовых принять ингушских выпускников. Лучшие вузы страны ежегодно предоставляют целевые места. В этом коридоре просто накал эмоций. Пока одних переполняет страх перед неизвестностью, в глазах других блестят слезы счастья. Слезы радости определенно, слезы счастья, просто эмоции переполняют. И просто учитывая, что я определилась в 6 классе, что только медицинский, у меня какое-то призвание, наверное. Я определилась именно этим вузом. И сегодня, когда прозвучало то, что я поступила, это просто нереальное чувство. Целевое место дает абитуриенту возможность поступления в выбранный вуз страны с более низким порогом баллов. Это своеобразная скидка выпускникам, которая стала возможна благодаря взаимовыгодному соглашению. Республиканский Минздрав оплачивает обучение ингушских студентов, а те, в свою очередь, став специалистами, должны вернуться в регион и отработать в одной из здравниц Ингушетии не менее 5 лет. Выходит, что автоматически решается и вопрос трудоустройства ребят. Конечно же, нам хочется, чтобы в здравоохранение шли дети, которые имеют побольше, получше способностей, которые идут по призванию, которые действительно от души и долго и давно готовятся к этому и хотят стать врачами. Выдохнуть сегодня смогли и родители, которые переживали со своими детьми каждый госэкзамен. А теперь и отбор на целевые места. У Вахида Мархиева этот год особенно напряженный. Поступают сразу 2 ребенка. Сын решил посвятить себя юриспруденции, а дочь хочет стать врачом. Впрочем, за девочку переживать не пришлось. Умница и круглая отличница Хава Мархиева оправдала надежды родителей. Наверное, сегодня самый счастливый день в моей жизни. Я сам уже в возрасте. Девочка у меня маленькая, она на 48 лет младше меня. Но сегодня большое счастье, то, что вот она мне подарила этот день. Самое главное, ее труд был. Она училась, вот, как говорят, не покладая рук. Вне конкурса целевые места в медицинские вузы получат только дети сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Все остальные заработать заветную путевку могут только высокими баллами ЕГЭ в совокупности с удачей. Зарема Ивлоева, Майрбек Миржоев, Новости 24.